3:59. Время уже 4 часа. Пока обедали, пока тудым-сюдым. Ну что, друзья, вот мы и на нашей матушке Печоре. Время уже 4 часа. Сколько нам остается? Грубо говоря, если до 8:30, 17, 18, 19, 24. Ну, 3 часа у нас рыбалки есть точно. Пока дорога, пока тудым-сюдым. Пока еще надо будет смонтировать Ромке удочку. Вода начала подниматься. Вода пошла на прибыль. Это для хариуса, в принципе, не есть хорошо. Окунь когда как. В общем, посмотрим. Выезжаем сразу туда, на место. Не будем по дороге тратить время. Погнали. Итак, прибыли на место. В комментариях не раз уже спрашивали показать монтаж снасти, а именно вот эта бомбарда. У меня даже сейчас не бомбарда. Смотрите, она снасть в принципе универсальная. Вот сейчас у меня на поводке зацеплена блесна. Обыкновенная вертушка, тяжелая, хорошая, крупный тройник. Ловил и щуки, хариусов крупных на северах. И получается вот от поводка 20, 40, 60, 80, ну пусть метр, грубо говоря, метр. Сделана петля, и петля в петлю закреплен поводок. Сантиметров получается 20-25, не больше, потому что остальное все равно будет заматываться вокруг основной лески. И тут вот у меня желтая муха, двойничок. Мушки можно поставить на ваш выбор любую. Но я бы лучше выбрал тройник, двойник. Одинарные крючки ловятся лучше, но исходов больше. Сейчас на данный момент у меня здесь блесна. Эту блесну я где-то что-то уже блесканулось, слышал. Эту блесну я отцепляю, прицепляю сюда бомбарду. Есть плавающие бомбарды, есть тонущие, но лучше экспериментировать. Можно поставить тонущую сначала, потом плавающую, а есть среднее такое между плавающим. Можно и тирольскую палочку, в принципе, поставить. Работать будет все, только в зависимости, что-то лучше, что-то хуже. Вот, тут у меня бомбарда. И, наконец, бомбарда где-то тоже на поводке, где-то метр примерно. Поводок, на конце поводка еще одна муха. Получается у меня или блесна и муха, или муха, бомбарда, муха. Ну, сейчас раза 3 закину. И потом Ромке буду... Посмотрим вообще, есть клев, нет. Если, в принципе, есть раза 3, оно сразу покажет. И потом прямо есть у меня тут новую удочку взял. Ромке буду делать, монтировать снасть. И покажу, как это делается, как петля, как что. Для начала попробую, пожалуй, я закину раза 3. Посмотрим, чем дышит перекат. Вода немножко поднялась. Ну, она еще довольно-таки прозрачная, чистая, не мутная. Нормально. Если рыба есть, если у нее есть аппетит, то вполне возможно ловиться рыба будет. Так, первый заброс. Вот видите, мушка закручивается вокруг основной лески. Так что смысла нету ставить. Лучше, если этот поводок будет из жесткой лески, которая меньше гнется, как бы она в стороне, так вот сантиметров 20, и чтобы такая жесткая леска была.
Я даже цеплял, в принципе, без поводка. Просто делал петлю, и в эту петлю вешал мушку. В принципе, работало тоже. Но поводок, если есть, когда вот тащишь, поводок идет чуть по, ну, леска повыше, и бывало работало лучше. Но в основном берет на последнюю леску. На последнюю также можно вешать не одну, а две мушки, допустим, одну за другой паровозиком. Можно экспериментировать по-всякому. Вот, 3 раза мы закинули, поклевок мы не увидели. Так что приступаем к монтажу этой снасти. Здесь у меня плетенка, а сейчас я буду вам показывать. Там вроде бы на катушке у меня намотана леска. Пока не клюет. Сейчас смонтирую эту удочку. Взял сегодня кораблик. Попробуем погонять кораблик, если что. В общем, будем экспериментировать, будем пробовать. Так, беру вот совершенно новую удочку. Беру. Так. Где она у меня находится? Вот она у меня здесь. Моя катушечка. Удочка Azor Fishing. И катушка вроде бы у меня тоже была Azor Fishing. Утка сзади села. А? Видишь? Ага. А их тут целый выводок, они тогда тоже постоянно здесь летали. Как-то я спрашивал товарища Колю, как можно купить катушку, чтобы было дешево и сердито в прошлый год. А что он мне ответил, чтобы дешево и сердито такого не бывает. Надо, говорит, купить хотя бы 1500. Вот я купил за 1500 катушку Azor Fishing. Не хочу ничего сказать плохого об этой катушке, но, кстати, вот эта удочка тоже Azor Fishing. Длина 2,7. Сейчас покупал телескопичка. И вот это вы не смотрите на коробку. Коробка от Сальма. Это та катушка, которая стоит вот здесь вот. Вот здесь вот на моем. А вот эта катушка у меня, ну, прошлый год отработала немного. И вот. Вот этот механизм уже, короче, перестал работать. Хреновенько вообще-то. Так-то еще она крутит, работает, но я вам скажу, стоит 1500. В принципе, можно купить 3 такие катушки, чем вот, скажем, одну хорошую Сальму. Я не знаю, вот я раньше тоже пробовал всякие дешевые катушки. В принципе, они ловили, в принципе, они работали. Но когда вот попробовал хорошую катушку. Так, ну что, в принципе, у меня все есть для монтажа этой снасти. Это, в принципе, вот поводок. Обыкновенный поводок. Мушка. Сантиметров получается 20, может 23 получилось длиной. Одинарный крючок, мушка тут. И на конце петля. Я уже привязал, чтобы не тратить время. Так. Ну, в принципе, и все. Что мы делаем? Сначала вот идет конец лески, плетенки, там без разницы. Привязываем поводок, чтобы эта снасть была универсальная. Получается, поводок мы тоже делаем, чтобы был покрепче. Двойную петлю. Вот, смотрите. Просто вяжу на конце двойную петлю. Сделал петлю. Раз. И 2 раза. Так оно покрепче будет.
Можно вообще-то любой другой узел, но двойная леска меньше стерется. У нас получилась вот такая длинная петля. Длинная петля. В эту петлю надеваем колечко от вертлюжка, от поводка, и пропускаем. Все. Самый простейший и самый надежный монтаж поводка. Вот, прицепили поводок. Надо, привязал сюда, прицепил, вот карабинчик, блесну, любую блесну, воблер, что угодно. Не надо, зацепляешь погоняло. Вон. Сейчас давайте сразу зацепим, чтобы время не терять. 20 грамм плавающий поплавок, тонущий, средний что-то. На ваш выбор любой, надо экспериментировать. На данный момент это акара, леокара, 20 грамм. Вот такая вот бомбарда. Через него тоже вот продел поводок, обыкновенный поводок. И этот поводок теперь просто цепляю сюда. Все. Не нужна бомбарда. Снял бомбарду, нацепил блесну. Все быстро, не надо ничего перевязываться и все. Через бомбарду проходит у меня поводок. Наконец этого поводка у меня он. Вот какая вот длина. На длину руки вот у меня. Можно длиннее, можно метр сделать. Обычная мушка. Тоже на ваш выбор, на ваш вкус. На данный момент это у меня зеленая муха, одинарная, типа нимфы. Все. На эту уже можно, в принципе, ловить, кидать, и она будет уже работать. Вот эта снасть, вон, плывет бомбарда, за ней тянется мушка, Хариус видит, прыгает. Но мы сюда зацепим еще одну мушку, чтобы увеличить шансы. Сейчас немного распустим. Мне можно прицепить 2 мушки, можно 3. Но слишком много, они тоже будут цепляться и ничего. И вытягивать лучше. Лучше добавьте мушку в конце. Вот одну муху и на поводке вторую, если так хотите 2. А так вот я беру, ну сколько, метр, грубо говоря, метр. И сюда делаю петлю. Можно просто так связать двойную петлю, как умеете. Но я вяжу такую петлю. Если хотите, наберите в интернете петля для отводного поводка, ну что петля в петлю, и там всякие разные узлы. Не знаю, видно будет, не видно, но я вот так вот делаю. Ромка, увеличить немного вот. Вот так беру, раз, нахлест, пальцем придерживаю. Вот у меня получился вот такой вот кружочек и посередине леска. Вот эту нижнюю часть придерживаю пальцами. Верхнюю часть раз 6 друг другом перематываю. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 равномерно. И теперь вот полученную петлю, получается, просовываю палец и достаю. И у меня получается вот такая вот петля. Смачиваю. Конечно, если показать на веревке, будет лучше, но я вам говорю, очень много в интернете этих узлов. Вот, у меня вот так вот связалось, и получилась вот такая петля. Петля длинная, сюда просто можно даже вот в эту петлю зацепить мушку, это уже сам будет как поводок. Но так как я уже приготовил поводок, где он есть у меня? Машкара. А вот он уже упал. Вон, тут петля, просовываем петлю. Леска у меня одинаковой толщины, но желательно, чтобы вот поводок был немножко
потоньше, чем основная леска. Все. Вот так вот у нас получился поводок, даже больше, где-то 25 сантиметров, 27 даже где-то. Слишком длинные, они все равно будут закручиваться возле основной лески. И что мы имеем? Мы имеем поводок. Мотор уже мы поймали. Поводок до бомбарды где-то метр, может даже чуть больше. И за бомбардой поводок с мушкой. Вот и вся оснастка. В принципе, ничего сложного. Ну вот от бомбарды, когда вот слишком далекое расстояние, вот как сейчас, нужно, чтобы до конца не вытягивать. Вот оно получается, вон насколько бомбарда висит. Если сюда ставить еще одну мушку, это получается еще дальше, что неудобно. Лучше, если вешать 2 мушки, хватит вполне. А если вешать в 3-ю мушку, то это уже куда-то туда. Ну все. А дальше вот так вот. Все. Лесочка пошла гулять. И ни одного всплеска хариуса на всем перекате. Вода пошла на прибыль. Вон, как мы видим, мушка на поводке вон танцует по воде, а вторая мушка тянется за бомбардой. Вот и все, в принципе. Вот так поправили. Вот она тянется так, одна мушка по воде, вторая тянется за бомбардой. Вот и вся оснастка. Ничего сложного. Пошел ловить окуня, снял бомбарду, зацепил блесну, муха пусть будет. Оставляешь на месте, на муху тоже берет и окунь, и все что угодно. Бывает и язь ловил я, и хариус, и все что угодно. Все. Теперь главное смотреть, чтобы леска не перехлестывалась, чтобы не было узлов. Следить. И когда хариус клюет, он клюет. А когда он не клюет, вы сами видите, тишина на перекате, ни одного всплеска нету. В общем, друзья, до первой поклевки. Как что-то будет клевать, как-то что-то будет прыгать, мы сделаем включение. А кидание впустую, я думаю, никому не интересно. Так, ну и пока не клюет, заодно, друзья. Так, и еще, друзья, пользуясь случаем, хочу передать огромный привет Николаю Никитину. Кто не в курсе, в июне мы ездили на рыбалку. Мы сколько? 8 дней были на рыбалке со Славиком Сыктывкара. Славик Сыктывкар Фишинг канал. Так он на каждые 100 подписчиков проводит розыгрыш. И на 300 или на 400, на 300 подписчиков, что у него было на канале, он разыграл розыгрыш. И один из призов выиграл Николай Никитин. И вот я сейчас дословно читаю его комментарий. Привет, Слава, я с Европы. Можно мой подарок подарить Геннадию, коми-рыбак? Пожалуйста. У него была днюха от души, ему переправь подарок. То есть, чтобы Слава не отправлял подарок в Европу, чтобы не заморачивался с пересылками, Николай Никитин переправил свой подарок мне. С одной стороны, вроде бы подарки не дарят, но как такова воля выигравшего. Так что Николай Никитин переправил подарок мне в честь дня рождения. Вот. Ну и вот эта посылочка подошла. Я взял ее с собой. Вот эта посылочка от Вячеслава, Сыктывкар Фишинг 11. Но получается, по большому счету, это не от Николая Никитина. Вот такая вот посылочка. И сейчас мы посмотрим, что выиграл Николай Никитин. Получается, это не подарок, это выигрыш. Во, правильно сказать. Так. Ножик. Ладно, откроем так, без ножика. Я тоже сегодня не взял. Ой.
у Ромка. Вон. Мощный нож, но он нож. Так. Получается, это не подарок, это выигрыш, все правильно. А свой выигрыш Николай Никитин уже переправил мне. И вот я получил вот такую вот посылочку. Недавно. Первого класса посылочка. Вот такой вот пакетик. Так. Это вот такой вот набор поплавков. Сколько тут их? Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 поплавков всяких разных. 15 вон. 15 поплавков. Вот такая вот рыбка с глазами. Даже зенки, ну, зрачки даже бегают в глазах. Вот такая вот, как живая рыбка. Осталось только крючок прицепить. Вот такая вот рыбулечка. И вот такой вот красный вектор. Стимулятор поиска и взятия насадки. Аттрактант. Я ролик смотрел тут. Будем пробовать, особенно на зимней рыбалке, когда бесклёвие. Тоже будем пробовать. Так что огромное спасибо Николаю Никитину. Получается, это подарок Николая Никитина. Ну и, конечно, спасибо Вячеславу, что он проводит такие интересные розыгрыши. Там еще что-то было. Два подарка было. Это один подарок и второй подарок. Не попперы же, а там такая снасть. Забыл, как называется. Славик сказал, что это на судака хорошо работает. У нас судака нет. У меня тоже две штуки такая есть. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу, если здесь есть. Нету, не взял. У меня две штуки тоже такая есть. Забыл. Ну ладно, не будем заморачиваться. В общем, спасибо. И на этом подарки еще, друзья, у нас не заканчиваются. Хоть и со дня рождения прошло уже 17-го, 27-й, 10. Больше 10 дней уже. Сегодня 30-е, да, у нас число. Почти 2 недели со дня рождения. Продолжаю получать подарки. У нас есть еще один подарок. Это подарок. Так. Где же? Вот он подарок. На ютубе есть канал Carving Art. Автор канала Сергей. У него семейный канал. С помощью бензопилы штиль делает очень красивые как бы арт-объекты. Недавно у нас в Троицко-Печорске в райцентре происходил арт-фестиваль сена. Так, давайте пропустим этот мотор. Продолжение будет после того, как пройдет лодка, а то ничего не слышно. Так вот, лодка проехала. Теперь, наверное, слышно лучше. Так вот, он своими руками с помощью бензопилы, ну или электропилы штиль, там у него раньше бензопилой работал, сейчас он работает электропилой, делает просто потрясающие вещи такие. Выпилил он дракона, и этот дракон теперь украшает улицу, одну из улиц нашего райцентра. Кто живет в нашем поселке, уже видели все это. Ну, а гости моего канала, заходите по ссылочке на канал Carving Art, на канал Сергея. Там он подробно показывает, как он изготавливает, как делает эти объекты. Вообще, человек золотые руки. Заходите, если понравилось, подписывайтесь. Так вот, у них семейный канал, супруга Оксана, моя землячка с моего села, и сын Леха. Я как понимаю, этот подарок сделал мне Леха своими руками. Я как понимаю, это вода, это водоросли, это рыба. Такой вот подарок сделал мне ребенок. Это у нас прямым ходом пойдет в
музей не поле чудес, а музей Коми Рыбака. У меня там уже нормальная коллекция, скажем так. Вон, открываем и видим, что написано Алеша. Это остается все на память, это все будет храниться в музее. Спасибо, Алеша, за подарок. И вот тут еще один подарочек. Как сказал мне Серега, вещь нужная. Откроешь и посмотришь. Заранее он мне ничего не сказал. Вот прямо здесь сейчас открываем. Вижу уже Коми Рыбак. Вот написано. С днем рождения, Коми Рыбак. Логотип моего канала. Рукопожатие. Летят утки. Летят утки, но почему-то клин в одну сторону, а утки летят в обратку. Ладно, как летят, так и летят, бог с ней. Интересно, да, вот клин туда, клином обычно летят. Это клин наоборот летят, ну, нормально. Рукопожатие, спасибо, Серега. А, вот, читаем. Пусть будет в жизни все стабильно и по-мужски надежно, сильно. Здоровье крепнет, удача растет, любимая с рыбалки ждет. Врачи обходят стороной, на сердце радость и покой. И вселенцы смотрят с уважением, все благ тебе и с днем рождения. Желаем 1 миллион подписчиков. Ну, Серега, спасибо. Твои слова, твои бы пожелания, да Богу в уши, и все будет хорошо. От команды Carving Art символический подарок. Одного заряда хватит на всю ночь. Осветить теплом избу. Так, ну а теперь приступаем к самому подарку. Это у нас все пойдет в музей Коми Рыбак. Так, это у нас все пойдет. Потом я это все расправлю. Все пойдет у нас в музей. Так, перезаряжаемый налобный фонарь. Ага. Двойной свет, бусины для ламп. Ну, смотрим. Ремешок. Провод для зарядки. И вот, собственно, сам фонарик. Это, походу, магнит должен быть. Где железо? Да, вот, это магнит. Это у нас магнит. Это у нас кнопка включения. Один фонарь. Второй фонарь. Выключается. Один. Второй. А, вместе не горят. Получается, этот бьет лучом. Этот бьет рассеивающий свет. Сел фонарик. Подсоединил к повербанку, подзарядил. Ну, отлично. Не надо даже 220, от повербанка он заряжается. Должен заряжаться. Сейчас посмотрим. Не сломать бы. Где-то он должен заряжаться. Ладно, разберемся. Ломать не будем. Посмотрим инструкцию. А, вон, все, нашел. Вот, оказывается, я раскручиваю. Вон здесь вместо мини-USB. Перезаряжаемый фонарь. Спасибо, Серега. Все это пригодится, тем более компактный, удобный, в карман засунул и все. Ну вот и показали мы свои подарки. Тем временем ни одного всплеска хариуса мы не видим. Будем пробовать. Ну теперь уже точно до первой поклевки. Если даже рыбалки не будет, на речке мы побывали, подарки мы посмотрели, уже хорошо. Приступаем к рыбалке. Так, вроде была первая поклевка, вроде бы кто-то дернул, ага, вон. Что-то дергал. О, есть. Ну, мелюзга. Мелкий. Но есть уже хорошо. Сошел сам. Это прекрасно. Мелочь нам не нужна. О, это ты кинул? Нет, это у тебя упало. Что? Нет, это хариус тогда был. Нет, ты туда ты кинул? Нет. Как нет?
как давно. Тогда это был всплеск. И хороший всплеск. Ну-ка, сачок приготовь. На всякий случай. Потому что он вообще крупный всплеск был такой. Так, хариус начал плескаться, это уже хорошо. Если это был всплеск. Почему-то мне показалось, что это ты закинул. Он запутался поводок, распутался. Если леска жесткая, то она сам как запутается, так и распутается. Если леска мягкая, то ой-ой-ой, чуть-чуть ниже вот того. Мне кажется, это ты закинул туда. Да, когда ты сказал, что я закинул, я уже крутил утечку. Попробуем подъехать туда немножко поближе. О, немного переехали. Ближе к середине, ближе к фарватеру, где в прошлый раз у нас были хорошие поклевки. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Получится, не получится у нас соблазнить хариуса сегодня. Вода пошла на прибыль, и хариус осторожничает. Будем пробовать. Роман достал камеру, он снимает уток. Они все нырнули, да? Угу. Все нырнули, достали камеру, и все, утки нырнули. В такой бесклеве, когда хариус выеживается, нужно очень хорошие мушки, чтобы подобрать, чтобы он не смог устоять. На какую-то обычную мушку он не клюет, но если подобрать, то возможно он и клюнет. Но, к сожалению, пока тишина. Продолжаем пытаться поймать хариуса. Полчасика еще покидаем. Если бесполезно, то пойдем попробуем ниже, сплавимся, попробуем окуня вдоль травы. Так, у Романа первая поклевка на резину. И первый окунь. Первый окунь. Да кидай туда воду, пусть плавает. Хариуса мы так и не поймали. Мучили. Полоскали все мушки, одни, другие, третьи. Сейчас скажу время. 19:19, 20 минут 8. Начали в 4, да? Да. 5, 6, 7. 3 часа. 3 часа потратили. И ничего интересного не нашли. Я кидаю блесну, Ромка кидает резину. Лягушку двухногую. Ножки довольно так широко расставлены, но окунь хапнул. Не крупный окунь, да, такой, и все равно. Значит, крупный тем более должен хапнуть. Видели рыбаков, говорят, резину берет лучше, чем железки. Мы покидаем и то, и другое. Штук десяток хотя бы окуней поймать, и как-то некрасиво будет, если с пустыми руками домой придем, да, Ром? Ну да. Фу, блин, комаря здесь. Ветер стих. Ни одного комара нет. Ну, мошкара или как там, какая разница, вон. Лезут во все дыхательные, пихательные. Вон они, вот они. А? Вот они, говорю. Это мелкие. Это мелюзга. А это пещеры тут такие остались. Да, конечно. Кидай, кидай. На середину кидай. Может, там крупняк. Ну вот. Кинул на середину, и нормальный окунь, он здоровый уже. Правда, его чуть не выпустил.
Разучился поднимать уже, наверное, да? Бедная удочка, ты смотри, она не дает даже поднять. Что, загибается? Но. Ну ты помельче лови окуня-то. Слишком крупного-то не лови. Это осталась привычка с крокодилом рыбачить. Ага. А то, что жесткое. Но. Я тут вроде поднял так, чтобы поднятие было как раз в руку, а он удочка согнулась и не в руку нифига. На середине взял? Да? Нет, уже ближе к лодке сюда. Не зря говорят, резина лучше работает. Мне на железку, считай, ни одной поклевки. Пожалуй, тоже надо будет поставить резинку. Опа, есть. Есть поклевка. Опа, ух, нет, была поклевка у меня на вертушку. И такая довольно нехилая, я вам скажу, поклевка. Значит, по центру здесь окунь есть. Кидаю лучше на центр, Ромка, туда. Была поклевочка. Исход. Вертушку надо менять. Сейчас поставлю резинку. А, гоняешь? Типа быстро. Была поклевка, похоже на щучью или язь. Поставил резинку от Сереги. Вот он, кто мне клевал. Ну, не зря говорят, силикон лучше работает. Вон, Серега, твоя резинка. Такая вот. Щучка. Так что, Ромка, будете малосолочка. Можешь говорить, Костян. Будешь в записи. Да, Костян. Будет твой голос на канале, можешь дальше рассказывать. А то тут клевать начало, походу. Не, первый раз тоже она была. Да? Да, потому что сразу видно щучью поклевку, она в сторону начала вести. Или другая щука, тоже щука, но потом взял окунь. Тут на этом месте всегда что-то да что-то есть. Че, потом давай дальше рассказывай. Че, не хочешь на YouTube канале рассветиться голосом? Сейчас, погодь. У Романа еще окунь. Любит резину, походу. Раскривушку. Ну что, ой, тут она слепается, в воде, оказывается, нормально играет. Ну, конечно, нормально, я тебе что и говорил. Крякозябра. Сейчас вот только мелко здесь будет. Наверное, я так думаю. Ну ладно, покидаем, может, на мели тоже окунь есть. Что я там говорил тебе? О, подожди, есть. Что-то. Да, я понял. Мы сказали, типа, пока месяц этот Как-то вот так вот. стажировки, да. Вон, Серега. Ручная работа резина. Шестигранник твой тоже, чебурашка. Все работает, Серега. Пока этого нет. Привет Донбассу. Опа. Об этом пока молчат. Ну не знаю, Так, ладно, друзья. Там болтают болтушки по телефону, пока выключаемся. Так, друзья, вон зацеп. Думал, что куда я зацепился, не могу понять, жестко. Ни слева, ни право не отцепляется. Вон, оказывается, поймал медную морду. Складную медную морду. Сейчас мы попробуем ее поднять. Сейчас мы попробуем ее поднять. Ну-ка. Конечно, все это дело делать неудобно.
Утка еще идет. Вот она, вот она. Вот она. Утка, наверное, думает, о, блин, рыбу-то поймали. Выдержит, не выдержит. Порвется, не порвется. Опа, опа, выдержала. Да, все. Вот это улов. Вот это, друзья, улов. Вот такая вот медная морда. Даже кто-то там внутри есть. Вот рыбка была, рыбка ушла. Вот такая вот, друзья, медная морда. Вот ее так расправляют и ловят на нее рыбу. Вот такой, друзья, улов. Вот такой вот. Вот такой вот кабан. Клюнул на Серегину, на донбасскую приманку. Энскаден. Вроде и мелко. Смотри, держится рыба. Так. Это хорошо. На закате дня поймал я окуня. Опа, на мушку. На мушку. На осу взял. Ну, молодец, что мне еще? Без слов. Умничка. Вот такой вот прекрасный закат, друзья. День подходит к концу. От нуля мы ушли. И не только от нуля ушли. Мы даже что-то поймали на хорошую жареху. Так что у нас вообще сегодня день продуктивный. Ягод мы собрали. Грибов собрали. Ну, не получилось поймать хариуса, но ничего страшного. Зато поймали одну щучку и окуней. И это очень хорошо. Погода устаканилась. Созванивались с братом. Завтра опять едем на сенокос. Всей толпой, всей семьей. И если дождя не будет, дай бог, мы закончим все это дело. И уже плотненько возьмемся за рыбалку. До уборки картофеля работы больше пока не намечается. Ну там по мелочевке еще разобрать сарай там. Желательно бы еще и построить его. Не знаю, что у нас получится. Роман Геннадьевич собирается на работу идти. Говорит, заработаю все деньги мира. Да, Роман? На. Такой-то большой зарплат. Сколько тебе обещали? 20? Минималку 18-20 тысяч. 18 тысяч. Минималка. Не знаю. Выучился на электрика теперь. А ты им сказал, что ты не просто электрик, а то что ты мастер И или... нафиг мой диплом не усрался. А, второй не нужен, да? Они диплом выкидывают в сторону и по корочке меня принимают. А, что слово электрическое там есть и все. Не хотят видеть тебе мастера, хотят видеть простого электрика. Мгм. Ну ничего. Все с низов начинают. Что-то не очень, да, все-таки поклевки редкие. Или его нету, или не пойму что. Сейчас солнышко сядет и поедем. Белые ночи закончились, сейчас только солнце скроется. Если помните, друзья, мы где-то примерно на этом месте стояли, когда со Славкой были вот белые ночи. У нас солнце садилось вот там, правее намного. О, это что? Кто-то меня дергал. Кто-то подергивал резину. Так там сидит у меня кто-то, походу, нет? Походу, да. Нет? Нет, это мусор. Это трава. А сейчас вон уже солнце свой круг уже делает уже намного поменьше. Оно садилось вот там. Теперь здесь. А зимой она будет садиться вон аж там. Немного появится. Чуть-чуть пройдет и сядет. Как бы совсем нету полярных ночей здесь у нас, но очень и очень короткий день и очень и очень длинная ночь. Летом наоборот. Круглый день, светло. Ну а севернее нас
солнце даже не садится. У нас так, нормально еще. Вот, осталось совсем немножко. Прямо сейчас, пока вот с вами мы болтаем, говорим, оно сейчас прямо на глазах скроется за горизонтом. Так что буквально пару минут. Так что можно поговорить. В планах у меня рыбалка 1, рыбалка 2, рыбалка 3, рыбалка 4. Это совместные рыбалки. Должны приехать, ждут моего звонка, когда закончится сенокос. Еще друзья звонили, тоже собирались на рыбалку. Не знаю, когда я все успею, но весь август у меня расписан. Так что будут рыбалки. Смотри, они даже не берут. А? Просто плавают рядом, видишь? А, окуня? Это тина у тебя плавает? Не, ты по тину смотри. А, ну значит все, надо было это, удочку, наверное, доставать. Ну, сейчас уже не будем доставать, сейчас солнце сядет и поедем. На жареху мы поймали. И нормально. Так что, друзья, у нас весь август расписан. А в конце августа намечается серьезная, грандиозная рыбалка с Серегой. Выедем. Не буду говорить пока куда. Дай бог, чтобы все получилось. И мы увидим отличную рыбалку. Поедем туда, где есть хорошая рыба. И дай бог, чтобы у нас все получилось. Ну вот. Солнце уже наполовину скрылось. А поклевок нет. Скоро будем подводить итоги, друзья. Так что, друзья, солнышко осталось у нас совсем немного. Поклевок нет. Приступаем к подведению итогов. Самое приятное. Вон такой вот кабан. 1 окунь. 2 окунь. Так, наверное, лучше видно. 3 окунь. Вот такая вот щучка. О, какой кабан. 4 окунь. 5 окунь. 6 окунь. И где-то вон. Седьмой не крупный. И вот еще кабан один. Вон 8 окунь. 8 окуней и 1 щучка. Что, отличная жареха. Вот такая вот, друзья, у нас сегодня получилась рыбалка. С вами были Роман. Передавай привет. Скоро поедет зарабатывать большие деньги. Скоро Ромка поедет на работу. Ну, а мне придется ездить одному. Ну, почему? Есть выходные еще у него. На выходные будет приезжать. До уборки картофеля, я надеюсь, что-нибудь да получится. Так что, друзья, всем спасибо. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыба. Всем пока.
вот и время ужина. Говорю тихо, потому что все уже спят. Пока пришли домой, пока пожарили рыбки. Вот. Грибочки сегодняшние ягодки. Занимались заготовками 2 дня. Вчера вот собирали малину. Вот все банки не стал доставать. 8 таких банок малины. Варенье наварили. Сегодня 10 банок черники. И немного даже получилось заморозить. И вот свеженького все поели. Вчера еще собирали мы черемуху. Вот, высушили. Вот она, сухая черемуха. Это 2 партии, вот получается. 1, 2, 3. И 2 раза по столько. Это где-то получается около 2 банки 0,7 точно будет уж сухой. Получается. Вот, так что если белый, раздавлю же. Занимались 2 дня, так сказать, заготовками. Немножко заготовили. Есть варенье, есть сухая черемуха, которая в дальнейшем будет пригодится она при изготовлении рыбацкого напитка. И вот такой вот компотик тоже из черемухи. Просто очень вкусный, вкуснотень. Почему не рыбацкий напиток? А потому что завтра с утра на кос. Нам уже звонили, нас уже предупредили, 8 утра, как штык, должны быть на ногах. Так что сегодня мы без рыбацкого. Завтра, дай бог, будет погода, чумор, и тогда уже можно будет расслабиться. А сегодня мы просто вот таким вот напитком, свежежаренный окунь, грибочки, ягодки, все свое, все своими руками. Ваше здоровье. Ну и теперь точно до свидания. Скоро чамор, скоро будет рыбалка. Всем пока.